Обещание без видимых действий. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджикам придется и дальше мириться с ужасной дорогой. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Срок временного ввоза транспортных средств и строительного оборудования, используемых для реализации участка Шкев-Калай-Хумп автодороги Куляб-Калай-Хумп, продлевается до 9 июля 2022 года. Об этом говорится в принятом правительством постановлении, которое опубликовано на платформе на портале правовой информации Минюста Республики. Строительством этого участка и ввозом необходимого оборудования занимается дочернее предприятие китайской корпорации China Road and Bridge Corporation. В перечне к постановлению указывается десяток наименований различной строительной техники, которая освобождается от уплаты налоговых и таможенных сборов для пересечения границы. Соглашение с корпорацией о реабилитации 26-километрового участка Шкев-Калай-Хумп с бюджетом около 50 миллионов было подписано еще в 2018 году. Также проект предусматривал строительство 3 мостов общей протяженностью 74 метра. Финансировать проект планировалось за счет привлечения средств Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда развития, фонда Абу-Даби, ОПЕК, а также за счет вложения правительства Таджикистана. Президент страны Эмомали Рахмон в январе нынешнего года во время своего традиционного ежегодного обращения к парламенту говорил о завершении строительства участков Шкев-Калай-Хумп до конца этого года, заявив о выходе Таджикистана из коммуникационного тупика. Министерство транспорта еще в августе 2019 года в ответ на эту ситуацию попросило проявить терпение, отметив, что непосредственные работы по реабилитации 26-километрового участка Шкев-Калай-Хумп уже начались. Но по факту оказалось, что этот участок автодороги вновь отправили в долгий ящик. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что даже президент не знает, что творится у него в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Реабилитация дороги Душанбе-Харок на территории Гбао имеет печально длинную историю. Прокладка ключевого участка этой дороги от города Калай-Хумба до границы между районами Ванш и Рушан откладывалась годами. Президент еще в конце 2019 года во время обращения к парламенту сказал, что 4-й год проектным институтом при Минтрансе не могут подготовить один нормальный проект по реконструкции этого участка. Он тогда отметил, что разработка проекта этого участка была поручена еще в 2015 году. Летом прошлого года президент на встрече с жителями Ваншского района сообщил, что работы по реабилитации этого участка начнутся до конца 2020 года. Однако церемония официального запуска проекта по его реабилитации состоялась только в конце октября этого года во время визита президента в Гбао. Примечательно, что автодорогу Душанбе-Харок по территории Гбао в 1940 году при Советском Союзе построили лопатами за 3,5 месяца. До этого там существовала только пешеходная тропа. Протяженность участка Калай-Хумп-Ванш в настоящее время составляет 109 километров, однако строительством 2 тоннелей планируется его сократить до 90 километров. Ожидается, что на его реабилитацию правительство Китая предоставит грант в размере 230 миллионов долларов. В целом автодорога Душанбе-Харок-Кульма на территории Гбао, которую планируется реабилитировать, разделена на 3 части. С учетом сложного географического расположения реабилитация дороги будет проведена отдельными частями. Калай-Хумп-Ванш до границы Рушана, Рушан-Харок и Харок-Кульма до границы Китая. Согласно предварительным оценкам Минтранса, для реабилитации участка дороги Рушан-Харок протяженностью 163 километра потребуется 200 миллионов долларов, а участка Харок-Кульма протяженностью 395 километров 567 миллионов долларов. А как вы относитесь к этой ситуации с дорогой, которая так долго не может решиться, и к тому, что она стоит таких огромных денег? Как вы думаете, это реальная стоимость этой дороги, или это с учетом, что многие политики покладут часть денег себе в карман? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!